Здравствуйте всем! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Дорогие мои зрители, гости, подписчики, всех вас хочу поблагодарить за ваши лайки, хорошие добрые комментарии, за вашу поддержку, за ваши просмотры. Земной вам поклон. Давайте сегодня посмотрим такую тему. Какой подарок вы скоро получите? От кого? Что это будет? Как это все произойдет? Если тема вам интересна, загадайте, пожалуйста, на себя и на подарок, и давайте вместе посмотрим. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Так, обратите внимание на корень рисунка. Смотрите, видите? Фигурка, и над головой огромная корзина. Ну, не зря вы зашли на мою отсыпочку. И я вас поздравляю. Подарок в вашей жизни будет однозначно. Я бы даже так сказала, вам по судьбе в ближайшем обозримом будущем получить хороший, ценный подарок. Еще и, скорее всего, не один этот подарок у вас будет. Смотрите, вы достойны, вы заслужили, вы заработали. Вообще жизнь, я так понимаю, вас подарками не радует. Да и окружение вас подарками не особо радует. Здесь как, знаете, награда за долгое время. Вам сложно будет принять этот подарок, потому что человек вы скромный, но помните, что вы достойны самого лучшего. Именно вы, вот женщина, мужчина, кто зашел на мою отсыпочку, двумя руками будете держать эту огромную корзину. Она, видите, прям аж переполненная, прям аж через край. Смотрите, в этой огромной корзине всего очень-очень много. Здесь есть не только вещи, но и, например, люди. Да? Видите, вот несколько человек. Кто из моих дорогих зрителей мечтал о личной жизни, о том, чтобы наладить личную жизнь, либо, скажем так, заиметь хорошего друга, подругу, важное и нужное знакомство. Такой человечек у вас появится, причем в качестве дара. Тут высшие вас решили задарить достойным человеком. Также, мои милые, возможны подарки от ваших детей, либо от людей, которые вот относятся к вам с почетом, с уважением, вот как к старшему, да, как к старшему. Это могут быть и коллеги, это могут быть и соседи, просто какие-то знакомые, вообще благодарные вам люди. Без подарка здесь никто не останется, здесь 100%, помяните мое слово. Еще высшими силами вам будет подарена возможность, знаете, как восстановить справедливость, либо добиться то, что ваше, да, своего добиться, какие-то законы соблюсти. То есть, возможно, вы сейчас страдаете, либо находитесь в каком-то бедственном положении из-за того, что справедливость либо закон не работает. Ну, допустим, нехорошие люди взяли верх, там коррупция, какие-то отказы вы постоянно получаете, хотя имеете полное право. Здесь вот момент именно справедливости. Фемида, да, весы Фемиды склоняются в вашу сторону. То есть все будет по справедливости. Закон будет за вас и на вашей стороне. Возможно, кстати, даже люди, которые являются представителями власти, представителями закона, вот хорошие люди, да, вот коммуникация с этими людьми, там, разговоры, помощь от этих людей. То есть это идет как дар для вас. Еще один момент. Момент каких-то неприятностей, связанных с женщиной. С женщиной либо с женщинами. Может быть, несколько женщин. Да? Вот они как будто бы против вас, в оппозиции стоят. Даром
в данном конкретном случае является то, что они либо бессильны против вас, да, либо что они понимают, что они в позиции проигрыша, да, то есть они от вас отстанут. Опять же, вы все разные, у каждого своя ситуация. У кого-то есть там разлучницы, соперницы, а у кого-то, например, там проблемы со свекровью, либо с какой-то женщиной, родственницей, может быть, даже с соседкой. Смотрите, вы от них отвернулись, спиной стоите, а они до вас дотянуться не могут. Понимаете, больше гадости, негатива, каких-то плохих действий со стороны этих женщин не будет. Женщины, кто страдал от соперниц, вот именно в любви, в отношениях, здесь однозначно избавление от соперницы, да, и как бы эта головная боль, она уйдет вместе с этой женщиной. То есть вы про нее благополучно забудете и вспоминать не будете. То есть как бы разделяют, да, разделяют и отворачивают. Следующий момент. Подарок от человека, который достаточно некрасиво с вами поступил, либо наоборот человек, который стесняется и не может выразить свои чувства и эмоции. Этот подарок идет какого-то бытового плана. Да? Человек может что-то приобрести, купить, там, выразить свои чувства через какой-то подарок, бытовой подарок, но при этом важный и ценный. Ну, допустим, ваш муж, да, который не отличается любвеобильностью либо нежностью, видя, как вы там мучаетесь, моя посуду, либо, там, допустим, стирая в неудобной позиции, может быть, у вас машинка старая, либо ее в принципе нет, да, он может вам подарить там посудомоечную машину, либо стиральную машину, либо какой-нибудь там, не знаю, крутецкий фен, да, знаете, вот эти дорогие фены. Вот свои чувства мужчина выразит через подарок. Также, возможно, мужчина, который скрывает свои чувства, да, неровно к вам дышит, но при этом молчит, он может для вас тоже что-то привезти, купить, прийти, сделать собственными руками, да, таким образом выразить свои чувства. Но опять же, это все идет как подарок. Так, здесь очень интересно нам показали беременность. Опять же, это может быть и ваша беременность, может быть беременность кого-то из ваших дорогих, любимых девочек. Но беременность идет как дар. Кстати, это не первое гадание за последние несколько дней, когда я вот прям беременность, четко вижу беременность, и вот прям как свыше вам идет эта беременность. Вы и сами будете ощущать, что это великий дар, да, носить под сердцем дитя. И плюс благодаря этой беременности какие-то очень крутые, качественные, позитивные перемены произойдут в вашей жизни. Вот кто забеременеет, либо у кого дочь забеременеет, может внучечка забеременеет, знаете, что жизнь однозначно поменяется, прям на 180 развернется к лучшему. Причем для всех людей, которые в этой теме, да, кто вот друг за друга переживает, думает. Следующий момент — это рост. Здесь очень крепкий росточек, причем такой достаточно крупный, и у него прям, знаете, как на пальму даже похож. Рост в вашем деле, в вашем увлечении, в вашем занятии, в вашей карьере. Причем какой-то будет стремительный рост. Здесь как нахлёст идет, да, два события, либо какие-то несколько ситуаций, вот нахлёст идут. С одной стороны, ваши старания, рвение, желания. С другой стороны, такая вот обстановка вот сложится в моменте здесь и сейчас. И плюс еще чей-то интерес к вам. То есть, да, вот несколько составляющих. И идет прям моментальный рост, либо прям как взрыв, знаете, вот извержение вулкана. Вот прям камни, лава, да, все в один момент. День сурка, либо вот это застойное положение, которое было до сегодняшнего дня, вот прям исчезнет, как будто бы и не было. Вот быстрый рост. Знаете, вот можно ходить, делать шаги маленькие, да, а можно прям там гигантские шаги. Вот у вас идет рост гигантскими шагами. Кстати, у кого-то отыграется, что это касается, например, карьеры вашего мужа, либо карьеры вашего ребенка.
То есть, в принципе, это как одна семья, да, вы будете тоже этому очень рады. Для вас будет даром то, что ситуация движется, что она не замороженная, а идет движение, идет прогресс, идет развитие. Так, еще момент. Здесь какое-то одобрение идет. Вам что-то одобрят. Ну, не могу предположить, что конкретно, но вижу, что вы будете очень довольны. Почему-то вы не верите в то, что будет положительный ответ. Вы полны сомнений. Может быть, чей-то пример неудачный у вас перед глазами. Но именно вам скажут «да». Либо приглашение пришлют, либо одобрение выпишут, какой-то документик вам дадут. Вот. Не бойтесь, не волнуйтесь, на вас уже пал жребий, то есть вас уже выбрали. Либо когда вы придете, вот у людей не будет сомнения, и именно вам скажут «да». Другим откажут, а вас выберут, либо согласятся. Да? Вот. Именно вас мы выбираем, либо для вас мы именно делаем. Для других нет, а вот для вас да. Так, дальше идем. Здесь какой-то очень нехороший человек, нехороший в плане, ну не знаю, безответственный, какой-то вот от сорвиголова, да, человек, который живет одним днем. Возможно, этот человек вам что-то должен, либо человек вам что-то обещал давным-давно, но при этом не выполнял. Смотрите, человек через силу, либо даже под каким-то, ну как нажатием, принуждением выполняет то, что он вам пообещал. Вот вы совершенно уже не ждете, вы смирились, вы думаете, даже и спрашивать не буду. А человечек, смотрите, как будет пыхтеть, кряхтеть, но обещанное сделает, выполнит. Вот это будет замечательно. Но для вас это действительно как дар, подарок судьбы, что этот человечек наконец-таки вспомнил свои обещания и сделал. Так, особенно вот отыграется для тех, у кого муж обещал там бросить пить, либо бросить какие-то нехорошие увлечения. Не могу сказать конкретно, что на него повлияет, но вижу, что будет нелегко, но человек обещание свое выполнит. Поэтому, мои хорошие, все еще впереди. Так, здесь очень красивая рыбка, обещает нам романтику. Какой-то романтический подарок. Да? Может быть, любимый принесет вам букет цветов, либо купит вкусный шоколад, да? Может, какие-то конфеты изысканные купит. Прям порадует, вас порадует. Особенно если мужчина не склонен к тому, чтобы делать подарки, да? Баловать вас какими-то красивыми вещами, то в ближайшие несколько дней вот ждите романтических отношений, ждите нежности, ждите признаний. Так. Здесь очень интересная ситуация. Вы кому-то поможете, либо вы сделаете какое-то очень хорошее, доброе дело. Даже об этом не подумайте, либо не обратите на это внимание. Но за эту доброту, за это действие человек прям будет вас награждать. Вот прям, знаете, принципиальная позиция. За добро ответить добром. Причем вы, например, что-то сделаете незначительное, ну, либо в ваших понятиях незначительное, а человек прям с вами будет расплачиваться, конкретно так расплачиваться. Вы чуть-чуть, да, а вам дают много. Такой момент идет. Какой-то причем малознакомый человек, либо человек, с кем вы особо не контактируете. Может быть, первый раз вообще встретитесь. Но прям будет вам очень обязан. Будет стараться. Его поразит и восхитит, да, что есть такие хорошие, добрые, положительные люди, которые творят добро. А для вас это нормально, потому что вы такой человек, вас так воспитали, такой вы родились, да, хорошим, добрым, отзывчивым человеком. За ваше добро вам сделают подарок. Так, еще идет какая-то обновочка у вас, похожа на новую вещь. Это может быть предмет гардероба или какое-то украшение. Также могут быть там платочки, сумочки. Хорошо знакомая вам женщина сделает вам такой подарок. Может быть, она что-то приобретет себе. И ей, например, эта вещь не подойдет по размеру, по цвету. Вот, ну, знаете, как передумала.
А вам эта вещь очень-очень понравится. Она увидит ваш интерес и сделает вам такой подарок. Да, такое идет. Может быть, даже какой-то обмен будет. Она вам что-то, вы ей взамен что-то. Но, тем не менее, вы будете очень довольны, потому что эта вещь, да, этот предмет гардероба вам очень-очень понравится. Так. Еще один приятный момент, но не могу сказать, что это подарок. Это, скорее всего, как какая-то акция. Вы что-то будете делать, покупать, приобретать, возможно, даже что-то оплачивать. И вам как бонусом будет предоставлена, ну, допустим, какая-то услуга, либо какая-то скидка вам будет выписана. И вы прям посчитаете, что это подарок. Будете очень довольны, и прям какое-то впечатление на вас это произведет. Я вижу, что вы об этом с кем-то будете очень долго говорить и кому-то прям хвастаться, да, говорить: представляешь, вот мне повезло, мне дали скидку, либо мне начислили какие-то баллы, а мне оказали дополнительные услуги. Такой прям приятный момент. Возможно, это впервые у вас, либо за долгое время впервые, но вас эта ситуация очень и очень порадует. Смотрите, мои хорошие, у нас отсыпка общая, но вы пришли именно на мою отсыпку, вы ее смотрите. Вот кто зашел на эту отсыпку? Я вам серьезно говорю, здесь такое впечатление, что в ближайшие несколько дней, либо несколько недель на вас прям прольется дождик. Дождик из подарков. Подарков, подношений, таких, знаете, добрых посылов. Пусть он не будет проливным, этот дождик, но тем не менее будет очень и очень ощутимо. Вот я вижу, что в вашей жизни давно не было вот момента яркости, момента вот улыбки от подарка, либо от какой-то положительной эмоции. Вот смотрите, ждет. У вас, вот видите, с этой корзины, прям ответвления идут и в левую сторону, и в правую сторону. И если мы посмотрим на венец, у вас руки длинные, и на руках, что справа, что слева, у вас вот прям подарки лежат. То есть и люди, которых вы знаете, будут вам дарить, либо ситуации, которые вам знакомы, будут разрешаться в вашу сторону. И также то, чего вы не ждете, либо от кого вы не ждете. Видите, здесь вот человечек сажает вам подарок, и здесь человечек сажает вам подарок. А вы принимаете. И справа принимаете, и слева принимаете. Хочу дать вам очень важный совет. Что бы вы ни получали, какие бы подарочки вам не приходили от людей, от судьбы, старайтесь никому ничего не передаривать. Это очень важно, даже если вам вещь не очень нужна. Либо вы такая сердобольная мама, либо дочь, которая говорит: ой, не надо, лучше я отдам вот своему близкому человеку. Делать этого ни в коем случае нельзя. Передаривая подарки, вы передариваете свою радость, вы передариваете свое везение, да, свою удачу. Поэтому, пожалуйста, сдерживайте себя, научитесь принимать подарки, научитесь ими пользоваться, да, как не получил подарок и куда-нибудь там поставил подальше, чтобы его сохранить. Нет, берите, применяйте, пользуйтесь, показывайте высшим силам, что вы человечек, который умеет принимать подарки, и вам нужны подарки, чтобы в будущем вот этот дождик, который на вас прольется, он все чаще и чаще лился, да, обсыпал вас подарочками, и чтобы их становилось все больше и больше в вашей жизни. Так, мои хорошие, на этом все. Спасибо всем за внимание. Всем пока-пока.